Слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента и Кабинета министров в Конституционном суде Молдубаеву Алмазбеку Тавалдыевичу. Уважаемые судьи, мы дали письменную правовую позицию, но хотелось бы остановиться на основных моментах данного вопроса, что действительно был принят в 2021 году закон, который от 10 марта 2021 года закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства, которым была норма, предусматривающая запрет на прекращение без возмещения материального ущерба, она перестала действовать, и это продлилось 2 года 10 месяцев. Потом было восстановлено это право уже в новом кодексе, потому что это закон был принят 10 марта 2021 года, а 28 октября уже вот действует нынешний кодекс. И в этот кодекс в 2024 году было восстановлено это право потерпевших, то есть норма, которая предусматривает запрет на прекращение по сроку давности, если не возмещен материальный ущерб. В целом наша правовая позиция, которая была изложена и представлена на усмотрение суда, мы считаем, что в данном случае она не противоречит части 2 статьи 24, частям 1, 2 статьи 56 и частям 1, 2, 61 статьи Конституции. Мы исходили из той позиции, что, например, до 2014 года этой нормы вообще отсутствовала, но основные конституционные принципы, они и были в предыдущих редакциях Конституции, то есть, соответственно, если срок давности исходил, дело подлежало прекращению, то есть и не было никаких оговорок, и в тот момент почему-то никто не ставил вопрос, что нарушаются конституционные нормы. То есть, соответственно, я начал, более глубже начал заниматься этим вопросом, тем более послушал выступление сторон, ознакомился с позицией. И здесь я вижу проблему в судебной практике. Поскольку я тоже работал судьей, именно криминалистом в Бишкеке, и в свое время, когда получал дело и видел, что срок давности исходил, даже не начиная судебный процесс, в стадии разрешения ходатайств, если срок давности исходил, мы молча проходили, удаляли совещательно, выходили, прекращали, то есть и никто не видел в этом ущемления конституционных прав. И поэтому, в то время была чуть-чуть другая судебная практика. Если дело было прекращено за давностью, это считалось нереабилитирующим. И подача иска в рамках гражданского судопроизводства, она была как бы безусловной, и она не нуждалась в каком-то подкреплении судебного акта о прекращении за давностью. Было достаточно сказать, что человек согласился с прекращением, соответственно, он признал материальный ущерб. В рамках этого гражданского судопроизводства и взыскивались и моральные ущербы, то есть параллельно подавались, потому что есть постановление Пленума Верховного Суда о порядке взыскания морального ущерба по выходящим из уголовного судопроизводства. Поэтому, то есть практика. На сегодняшний день, получается, практика изменилась. И изучая уже еще более глубже, я прихожу к выводу, что когда в отношении оппонента, я фамилия Равазаева, нет, Равазаева, дело было прекращено, Тепляков, как обычный гражданин, прекратили, давность прошла, он сумел со своими адвокатами затянуть более 3 лет, как нормальный гражданин подал иск в гражданском судопроизводстве. И вот судьи Свердловского районного суда отказались принимать по причине того, что отсутствует приговор, где написано признать виновным. Да? То есть создается, то есть я считаю, что эти вопросы спустились в вопросы судебной практики. То есть почему до какого-то периода судьи получали, спокойно брали иски, не оставляли их без движения или не возвращали в связи с тем, что нет приговора. Стал вопрос, насколько это оценивается судьями, как это судьями трактуется. Мне нельзя задавать вопросы, но я хотел бы, отказ можно же было обжаловать и в горсуд,
и Верховный, потому что из истории и документов представлен, Тепляков 4 раза, 4-й круг проходит. То есть район прекращает, город поддерживает, Верховный отменяет. Район прекращает, город поддерживает, Верховный отменяет. То есть, соответственно, мотивируя, ну, может, потом кто-то задаст, да, этот вопрос. И, соответственно, я считаю, что на сегодняшний день у нас есть проблема в вопросах судебной практики. То есть, если человек говорит, я вину не признаю, но согласен на прекращение дела, я считаю, что дело не должно прекращаться. Если человек он не признает свою вину, дело должно продолжиться. Несмотря на ходатайство, в нем должно быть, судья обязан отказать и пойти продолжить и постановить приговор без назначения, либо оправдать этого человека. Там, ну, два варианта, я считаю, да. И в данном случае действительно есть проблема, которая вот то, что вы приняли, рассматриваете, я вижу, есть. Но я считаю, что эта проблема есть, и она связана именно с неоднозначной судебной практикой, потому что изучение других дел, разговоры с судьями, в некоторых судах, оказывается, свободно принимают иски, исходящие из уголовного судопроизводства, где имеется в виду постановление о прекращении, нормально взыскивают, используют 141 статью Кодекса о неналоговых платежах, освобождают, то есть все нормально. А здесь, то есть, соответственно, я считаю, что это вопросы не единообразной, разнообразной судебной практики. Но сказать, что напрямую именно принять этого закона, который устранил вот эту норму, запрет на прекращение, потом восстановил, что это касается именно конституционных норм, я не вижу, что здесь есть прямое противоречие. Но я вижу проблемы судебной практики. И еще раз хотел бы особо подчеркнуть, что непризнание человеком своей вины не должно вообще быть прекращение. Да? То есть это может быть возможно разрешить, ну, постановление Пленума. Конституция допускает, что решение Пленума Верховного Суда обязательно для местных судов. То есть, что если человек не признает, суды обязаны постановить приговор. Либо пойти по другому пути. Если есть вопросы материального ущерба, дело не может быть прекращено, суд должен либо оправдать, отказать в иске, либо признать его виновным, освободить от наказания и разрешить гражданский иск. Мы должны думать о людях, которые попали в эти ситуации, и чтобы не заставлять человека ждать следствия, потом ждать судебный процесс в рамках уголовного суда, просто получив прекращение, что он не должен ходить опять в гражданское подавать, потому что это сейчас же услуги юристов, адвокатов. Я считаю, либо мы должны создать такую практику, когда если есть ущерб, соответственно, суд не может прекратить, он обязан разрешить вопрос по существу, признать его виновным, признать виновным без назначения наказания, взыскать, либо оправдать и отказать, что он не виновен. Да? Я пока эту проблему вижу так, но вопросы конституциональности я здесь не усматриваю. Но в целом проблема есть, я согласен с выступающими в том, что я это связываю с разнообразной судебной практикой. У меня в целом все, а на вопросы готов ответить.